Септеулектер. Послелоги. Послелоги казахского языка в основном соответствуют предлогам русского языка. Отличие в том, что предлоги стоят перед словом, с которым они сочетаются. А послелоги казахского языка после слова. Мысалы, сен үшін – для тебя. В русском первым идет слово «для», а в казахском слово «үшін» – «для» идет после слова, с которым сочетается. Послелоги используются с падежами. Сегодня мы рассмотрим послелоги, которые используются с атау-септек. Атау-септек, именительный падеж, не имеет окончаний. Первый послелог «үшін» переводится как «для», «ради». Мысалы, например, «сен үшін» – «для тебя» или «ради тебя». «Мен үшін» – «для меня» или «ради меня». Туралы, жайлы, жөнінде, жайында. Все эти слова можно перевести как «о», «про» или «об». Чаще всего используется первый вариант – туралы. Мысалы, сен туралы – про тебя, өзім туралы – о себе, бұл адам жайында – об этом человеке. Не туралы – о чем? Соғыс туралы – о войне, махаббат туралы – о любви. Бойынша – по или согласно. Бұйрық бойынша – согласно приказу. Тақырып бойынша – по теме. Бойы – весь, в течение. Өмір бойы – всю жизнь. Жыл бойы – в течение года. Сайын – каждый. Сағат сайын – каждый час. Жыл сайын – каждый год. Бұрын может переводиться как раньше или назад. Екі сағат бұрын – 2 часа назад. Бір ай бұрын – месяц назад. Если слово бұрын идет первым, допустим, бұрын мен колледжде оқыдым, то будет означать раньше я учился в колледже. Послелог сияқты, секілді переводится как подобный. Әкесі сияқты, как его отец. Адам секілді, как человек.